Мы пережили коронавирус. Чтобы не ужесточить, не усилить эти проблемы, пожалуйста, двигайтесь. Мы научились вообще правильно чихать и кашлять, согласитесь. Здравствуйте, меня зовут Лилия Гадель, я психолог, и сегодня мне хотелось бы поделиться своими мыслями по поводу того, что предстоит нам еще пережить в этом году. Это не так страшно, но лучше быть к этому готовым. Мы пережили коронавирус. Иду я сейчас в замечательном Терлецком парке. И, конечно же, люди, вышедшие из этой ужасной самоизоляции, наслаждаются по полной программе жизнью на природе. Это здорово, потому что это укрепляет наш иммунитет, это дарит нам гормоны радости и счастья, а это как раз залог того, что если к нам придет вторая волна, о которой сейчас, естественно, очень много говорят, потому что вирус вот такой сложный оказался, если придет вторая волна, к этой второй волне надо подготовиться максимально именно со стороны здоровья, как психологического, так и физиологического. А это воздух, вода, радость, отдых, лето, солнце, наслаждение. А когда человек просто сидит дома в замкнутом пространстве, не имеет движения, то абсолютно все системы нашего организма, как физические, физиологические, так и психологические, начинают пробуксовывать, и появляются проблемы. Чтобы не ужесточить, не усилить эти проблемы, пожалуйста, двигайтесь, делайте так, чтобы в теле вырабатывались гормоны удовольствия. Впереди, скорее всего, как говорят сейчас эпидемиологи, вирусологи, ну и политики, конечно, куда же без них, сейчас говорят о том, что, скорее всего, будет вторая волна. Но я считаю, что даже если она будет, то это уже не так страшно. Ведь за время этого жесткого, очень жесткого периода карантинов по всему миру, периода нашей удивительной самоизоляции в Москве, мы все-таки научились тем правилам защиты и гигиены, которые на самом деле должны были бы быть в нашей жизни всегда. Мы научились держать дистанцию, мы научились друг на друга не чихать, не кашлять, мы научились вообще правильно чихать и кашлять, согласитесь. Меры предосторожности, их, конечно, нужно соблюдать. И еще не нужно беспокоиться так сильно о том, что придет вторая волна. Вообще не нужно беспокоиться очень сильно о чем бы то ни было, потому что наше беспокойство как раз снижает иммунитет, как раз нас ослабляет, потому что мы слишком фиксируемся на негативе, который мы ожидаем. И вот это ожидание негатива порой бывает намного хуже, чем сам негатив, который придет, растает и исчезнет. Мы научились пользоваться масками, мы научились разбираться в масках и носить перчатки, когда это необходимо. И, конечно же, часто мыть руки. То есть мы, в принципе, с вами сейчас готовы ко второй волне, если она случится, потому что мы уже знаем, как себя защищать. Я прежде всего прошу вас всех, может быть, думать не об этих средствах самозащиты, а думать о том, что ваше состояние внутреннее, психологическое состояние, ваше настроение и в целом настрой жизненный гораздо важнее, чем все вот эти средства самозащиты. Поэтому ко второй волне, я думаю, мы уже готовы. А до того, как она придет, мы наслаждаемся жизнью, потому что лето – это жизнь. Спасибо, что вы послушали это видео. Подписывайтесь на этот замечательный канал «Штаб татарской молодежи», ставьте лайки и оставляйте комментарии. Если вам интересно, как сохранить свое психологическое состояние, как укрепить свой иммунитет именно со стороны психологии, я все-таки не врач, а психолог, пишите, я буду отвечать на ваши комментарии, на ваши вопросы и давать краткие консультации. Подписывайтесь на мой личный аккаунт в Instagram, ссылочка будет под видео. Я буду рада видеть вас в своих подписчиках. Задавайте вопросы там, здесь, я везде с удовольствием отвечу. Подписывайтесь, пообщаемся. Спасибо.